Сегодня четверг, и в прямом эфире городского телевидения программа «Крупным планом», и я, ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте. Гость студии сегодня старший судебный пристав Сибайского городского отдела Александр Александрович Князев. Поговорим об алиментах, задолженностях и многом другом. В течение ближайших 30 минут вы можете звонить нам по телефонам прямого эфира 5 14 95, либо 8 927 303 43 43. Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Лиана. Мы с вами встречаемся в декабре, уже последний месяц года, время, когда все подводят итоги. А вот с какими итогами наш Сибайский городской отдел судебных приставов подошел к этому сроку? Сколько на сегодняшний день исполнительных производств находится в вашем ведении? На сегодняшний день можно какие-то уже промежуточные итоги подвести. Практически уже целый год завершился. Довольно-таки продуктивный год. На сегодняшний день на исполнении в Сибайском городском отделе находится порядка 11 с лишним тысяч исполнительных производств, но за год их прошло через приставов-исполнителей более 20 тысяч. Взыскано более 200 миллионов рублей, и из них 57 миллионов рублей взыскано в бюджет, более 33 миллионов налогов, более 7,5 миллионов штрафов, и по другим задолженностям тоже гораздо много взыскано. Вот вы сказали, у вас более 11 тысяч производств на сегодняшний день. Если брать по направлениям, какие это задолженности? Порядка 50% производств – это штрафы различных органов. В основном, конечно, штрафы ГИБДД, штрафы, мобовские штрафы. На втором месте, наверное, по количеству это налоги, госпошлина, и далее уже по нисходящей это взыскание в пользу физлиц, алименты, и прочие различные исполнительные производства. Вот как раз о налогах позвольте задать вопрос. До 1 декабря нужно было уплатить налоги, кто-то успел, кто-то не успел. От какой суммы налогов, можете сказать, начинается работа судебных приставов и возбуждается исполнительное производство? Дело в том, что мы ориентируемся на ту сумму, которая указана в исполнительном документе. Если в исполнительном документе указана сумма 500 рублей, мы будем взыскивать 500 рублей. Если указано 42 рубля, то мы будем указывать 42 рубля. Это все к примеру. Но, опять же, указанная сумма в исполнительном документе не остается окончательной. Если ее должник не уплачивает в срок, в 5-дневный срок добровольной уплаты долга, то пристав-исполнитель имеет право вынести исполнительский сбор в размере 7%, но не менее 1000 рублей. То есть, извините, что перебила. Ничего, то есть, настоятельно рекомендуем всем, кто знает о своих долгах, имеющихся в службе судебных приставов, дабы избежать переплаты, просто в срок прийти, уплатить, и никаких проблем больше не будет. А на сегодняшний день вообще каков порядок взыскания? Вот вы сказали уже, что для добровольного погашения задолженности дается 5 дней, 5 суток, так? После предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов, пристав-исполнитель в течение 3 дней возбуждает исполнительное производство и направляет постановление о возбуждении должникам, в котором указан срок добровольного исполнения исполнительного документа. Он осуществляется 5 днями. После пристав-исполнитель имеет право вынести исполнительский сбор в размере 7%, как я уже сказал. Но, естественно, разные ситуации бывают у должников. Кто-то может по уважительным причинам не успеть уложиться в этот срок, может на лечении находиться, где-то находиться в отъезде. После предоставления определенных необходимых документов это все можно в порядке урегулировать. Но если все-таки не было уважительной причины, произошла задержка, какие меры принудительного взыскания могут применять судебные приставы? После того, как должнику отправлено было постановление о возбуждении исполнительного производства,
как пристав уже убедился, что должник получил, то есть когда пришло уведомление, что должнику письмо доставлено, либо он лично уведомлен, пристав-исполнитель имеет право наложить аресты на расчетные счета должника, находящиеся в банках или иных кредитных организациях. Это, скажем так, наиболее эффективная мера, не требующая приставу прибегать к выходу по адресам. Наиболее часто и глубоко она используется в принудительных группах электронного взыскания, то есть которые у нас сформированы. В основном это суммы до 3000 рублей. Ну, естественно, она распространяется на все суммы. Дальше, значит, если у должника не имеется расчетных счетов, либо же они нулевые, то пристав-исполнитель выходит по адресу должника, либо по его фактическому месту проживания, если таковое известно. При выявлении ликвидного имущества пристав-исполнитель может наложить арест на это имущество, которое далее можно реализовать либо путем самореализации, если это имущество до 30 тысяч рублей, либо же путем оценки и продажи его с торгов. Ну, это еще далеко не весь перечень тех полномочий, которые пристав-исполнитель может применить к должникам. Ну, вот, кстати говоря, о полномочиях, я знаю, что с этого года у вас добавились определенные полномочия. На сегодняшний день старший судебный пристав по Республике Башкортостан, бывший Зариф Закирович, он находится в Госдуме, является депутатом Госдумы. Как бы он работу пристава знает изнутри, и в связи с этим тоже вносят законодательные поправки, которые, я думаю, помогают, наверное, вам в вашей работе. Вот из последних основных изменений, расширения полномочий, что можете отметить? Ну, что можно отметить, то что с 1 января 2017 года у нас в службе был создан новый отдел по надзору за коллекторской деятельностью. То есть все коллекторские организации сейчас не могут хаотично как-то сами действовать. Они все, значит, регулируются нашей службой. К сожалению, в Сибае пока, наверное, это не получило своего такого распространения большого. Ввиду, может быть, пока такого не наблюдается такой массового наплыва коллекторов. Может, тогда это к счастью? Ну, скорее всего, да. Поэтому, если возникают какие-то вопросы по коллекторской деятельности, если начинают звонить и донимать, можно просто прийти к нам, обратиться, написать заявление. Мы это перенаправим в соответствующий отдел, и дальше уже отдел будет работать в своем направлении. То есть, все-таки, если коллекторы немного превышают свои полномочия, переходят за какие-то рамки разумного, на них сейчас есть меры воздействия? На них есть меры воздействия, на них есть распространяются административные меры воздействия и прочее. Александр Александрович, мы сегодня анонсировали прямую линию с вами, как раз поступил вопрос, куда можно подать жалобу на неправомерные действия коллекторов. Соответственно, ваш отдел судебных приставов. Так точно. Ну вот вы уже сказали, да, что один из методов принудительного взыскания – это списание, электронное списание денежных средств. Каким образом это происходит? Это происходит при возбуждении исполнительного производства. У нас автоматически уходят запросы в банки и другие финансово-кредитные организации. Ответы поступают практически мгновенно, на следующий день, через день, в течение 3 дней с основных банков, то есть это Сбербанк, Уралсиб, Социнвестбанк, поступают ответы, и мы уже видим расчетные счета людей и имеющиеся на них денежные средства. Поэтому пристав выносит постановление о списании денежных средств на определенную сумму долга. Если же она превышает ту сумму, находящуюся на расчетном счете, то она будет... Постановление это о списании будет действовать до тех пор, пока сумма не будет полностью взыскана. А можете сказать, определенный процент списывается, или, вот, допустим, должник 50 тысяч, у него на счету 50 тысяч, все 50 тысяч снимаются, или есть какое-то ограничение? Если мы не знаем, что этот счет является зарплатным, пенсионным, социальным, и либо еще каким-то, куда поступают те выплаты, на которые мы не можем обратить взыскание, то мы накладываем арест полностью на всю сумму долга. Если же должник
зная, что имеется долг, то это уже в его интересах прийти и сообщить нам, что вот на этот расчетный счет у них поступает заработная плата, принести справку о заработной плате, что именно на вот этот расчет поступает заработная плата, либо там пенсия, либо, как я уже повторяюсь, социальные выплаты. Тогда пристав может ограничить постановление, то есть 50%. Но выявление должников зачастую осуществляется, или, может быть, в основном, да, с помощью рейдов, которые вы проводите. Как часто они проходят? Ну, допустим, в декабре, вот сейчас у нас еженедельно, каждый понедельник мы с 7 утра до позднего вечера рейдуем по разным направлениям. А в течение года вот, наиболее эффективный, наверное, рейд сам был с приездом системы дорожный пристав, которую мы совместно с ГИБДД проводили. Насколько я помню, порядка 9 автомобилей было тогда арестовано, да. Мы были вместе в совместном дежурстве, и один мужчина, по-моему, у него около 30 тысяч рублей была задолженность. И когда встал вопрос об аресте машины, то есть прям тут же на месте моментально это заплатил все было этот долг, да, поэтому... То есть все-таки достаточно эффективно подобное. Оно имеет свой эффект, да. Угу. Ну и готовились к сегодняшнему нашему эфиру. Наша съемочная группа проехала вместе с судебными приставами, тоже подготовила сюжет. А прежде чем мы его посмотрим, хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и в течение ближайших 20 минут вы можете звонить нам и задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это старший судебный пристав Сибайского городского отдела Александр Александрович Князев. Телефоны 5 14 95 и 8 927 303 43 43. Ну а сейчас, внимание на экран, давайте посмотрим сюжет. В Сибайском городском отделе судебных приставов находится свыше 400 исполнительных производств по алиментным обязательствам. Большинство уклоняющихся от выплат нерадивые отцы. Но порой от выполнения родительского долга, по крайней мере финансово, пытаются отказаться и мамы, забывшие о своих детях. Призвать к ответу и тех, и других работа судебных приставов. По состоянию на 1 декабря 2017 года должниками по алиментным обязательствам составляет порядка 454 исполнительных производства. Получается, к ним применяются меры, это как выезды, получается, по адресам должников, затем, в случае, если должники не обнаруживаются и место работы неизвестно, соответственно, получается, объявляется розыск должников. Также применяются меры принудительного исполнения, это арест счетов, арест имущества по факту места жительства должника, ограничение выезда за пределы Российской Федерации и иные меры, предусмотренные нашим федеральным законом об исполнительном производстве. А если приставы нагрянули к должнику домой, значит он занесен в черный список злостных неплательщиков. Так что разговор предстоит серьезный. И тут вариантов развития событий несколько, делится опытом приставы. Как правило, алименщик дает обязательство выплатить долг в ближайшее время. Несколько раз ему высылает извещение, если не реагирует, оформляет принудительный привод в отделение. Иногда события могут разворачиваться совсем по-другому. Должники – народ непредсказуемый. Но что бы то ни было, на каждого находится управа, говорят приставы. По состоянию на 1 декабря 2017 года составлено 21 актов ареста на имущество должника. Ограничение выезда вынесено 100%, то есть свыше 10 тысяч рублей, если имеет человек задолженность по алиментным обязательствам, соответственно, применяется ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Постановление о временном ограничении по водительскому удостоверению вынесено по 80% должникам. То есть это под тем, кто имеет именно непосредственно водительское удостоверение. 3 осечки за рейд. Бывает и такое, признаются приставы. Тем, кому на этот раз повезло избежать встречи с приставами, радоваться не стоит. Их долги так просто не простят. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова специально для программы «Крупным планом».
Это программа «Крупным планом». Мы в прямом эфире и продолжаем нашу беседу со старшим судебным приставом нашего города. Александр Александрович, только что посмотрели сюжет. На наших глазах съемочная группа осуществлялся привод должника. Понятно, что должники, наверное, бывают разные, да, кто-то адекватно реагирует и спокойно идет, кто-то наверняка пытается оказать сопротивление. Каким образом идет физическая подготовка наших сотрудников? То есть проходят ли у вас какие-то занятия на постоянной основе по физической именно культуре, я не знаю, или спецподготовке? Как часто? Ну, вот правильно заметили, по спецподготовке, она так и называется, у нас положение о специальной подготовке существует в службе судебных приставов. И вот судебные приставы, осуществляющие привод, это судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Они обеспечивают доставку должников в суды к приставам-исполнителям, а также обеспечивают безопасность приставов-исполнителей, а также всех граждан, находящихся в судах. Спецподготовка предусматривает собой не только физическую подготовку, которая проходит у нас по понедельникам, но и теоретическую подготовку также, что немаловажно, это то есть знание законов, на основании которыми они регламентируются в своей деятельности, на основании которых они могут применять физическую силу, специальные средства, а также огнестрельное оружие. Но пока шел сюжет, у нас поступило несколько вопросов от телезрителей. Звонит бабушка, получается, ее дочка, мама детей, Гордеева Татьяна, 2 года не платит алименты. Какие меры принимаются? Гордеева Татьяна. То есть, если 2 года она уже не платит алименты, и что в этом случае можно сделать? Если она не платит алименты по неуважительной причине, то здесь, во-первых, усматривается для начала административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях. Далее, после составления административного протокола, опять же, если в течение 2 последующих месяцев не происходит оплаты алиментов, то, значит, здесь уже усматривается уголовное преступление, предусмотренное статьей 157 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, наверное, нужно просто порекомендовать найти работу, если таковой нету, как-то принять меры для помощи своим детям. В данном случае, конечно, не совсем понятно, да, где эта мама находится, то есть вообще на связи она или без вести пропала. А вот если, допустим, бабушка воспитывает своих внуков, мать в этом никакого участия не принимает, можно ли здесь вот как-то, не знаю, лишить родительских прав, чтобы иметь возможность получать какие-то выплаты от государства, вот что-то такое? Ну, бабушка может через органы опеки, да, обратиться в суд для лишения родительских прав дочери, оформить на себя опекунство и также подать в суд на алименты. Еще один вопрос от телезрительницы. У мужа есть кредит, он безработный и не платит. Я пенсионерка, мне звонят с банка, говорят, что арестуют пенсию. Я поручателем не являюсь. Могут ли они так поступить? Ну, если звонят с банка не мужу, у которого имеется кредит, а супруге, да, которая не брала никаких кредитов и не имеется решения суда, то, по крайней мере, с нашей стороны никаких воздействий на нее быть не может, и тем более на ее пенсию, так как в отношении нее отсутствует решение суда. А мы работаем исключительно по решению суда. То есть, а что касается банка, может он взыскать или нет, это... Ну, нужно опять же какой-то банк, может быть, это как раз относится к вопросу о коллекторах, может быть, это и совсем не банк. Банки, насколько я знаю, у которых все в порядке с заключением договоров, они просто обращаются в суды и все на законных основаниях получают решение суда и предъявляют к нам на исполнение. Людмила задает вопрос, можно ли привлечь человека к уголовной ответственности, если он долгое время уклоняется от уплаты алиментов? Ну, опять, наверное же, повторюсь. Уже сказали. Да. Ну, здесь опять стоит отметить, что раньше, буквально до прошлого года, до июля прошлого года, можно было без привлечения к административной ответственности сразу должника привлечь к уголовной ответственности. То есть, неоднократно предупредив его, можно было привлечь его сразу к уголовной ответственности. Сейчас же эту процедуру немножко изменили, и должника сначала нужно привлечь к административной ответственности,
и потом уже после неоднократной неуплаты уже только к уголовной ответственности. Еще один вопрос. Во время рейда приставов с ГИБДД у друга арестовали сотовый телефон. Имеют ли приставы на это право? Да, имеют полное право. Это один из методов взыскания. То есть, несмотря на то, что там и личные данные, и контакты, все остальное, он также входит в список имущества, подлежащего Конечно, аресту. сим-карту можно забрать. В скором времени планирую отдых за границей. Как узнать о своих долгах? Интересуется Наиль. Узнать о своих долгах можно прийти непосредственно к нам в службу с предъявлением паспорта, либо другого документа, удостоверяющего личность, и вам там скажут, имеется ли у вас долг и имеется ли ограничение на выезд. Также это можно сделать через банк данных исполнительных производств. Это на официальном сайте ФССП. То есть там есть вкладка «Узнать о своих долгах». Вы можете по этой вкладке пройти, вбить свои данные и увидеть информацию о имеющихся задолженностях в отношении вас, то есть о возбужденных исполнительных производствах. Если эта сумма превышает 10 тысяч, то вероятнее всего вы будете ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Отдыхать придется где-то рядом. Да, поэтому в преддверии Нового года сейчас службой проводятся рейды. Это, ну, конечно, это больше касается города Уфы, но и здесь тоже. В аэропортах, то есть в крупных вокзалах, везде приставы, значит, дежурят. Усиленная работа. Усиленная работа, да, как раз в данном направлении ведется. Лилия интересуется, можно ли взыскать элементы пособия по безработице? Пособие по безработице, да, можно. То есть если отец детей не платит, то можно и таким образом, да? Можно, мы сами даем направление в центр занятости алиментно обязанным и потом накладываем, значит, процент взыскания на это пособие. Занимаетесь ли вы взысканием задолженности по зарплате с предприятий должников? Ильфат интересуется. Конечно, занимаемся. Служба судебных приставов занимается взысканием задолженности любых категорий. Главное, на основании, опять же повторяюсь, на основании решения суда, либо постановления другого уполномоченного органа. На сегодняшний день у нас имеется порядка, так, точно, если 8 производств о взыскании зарплаты, но, к сожалению, с организацией, которая в настоящий момент находится на стадии банкротства. То есть там не все так просто. Да. Граждане у нас сегодня активизировались. Спасибо за обратную связь. Еще один вопрос. Судом назначены алименты 1/4 от зарплаты, а снимают половину. Почему? Возьмусь предположить, что у вас за время неуплаты образовался долг, поэтому, скорее всего, судебный пристав-исполнитель направил постановление об удержании 70% заработной платы. Это прописано в законе, что судебный пристав может взыскивать в счет алиментов 70% заработной платы. Скорее всего, 1/4 идет в счет текущих алиментов, а остальное в счет погашения долга. Дочь взяла кредит в банке, дочь прописана, но с нами не проживает. Звонят, грозят арестовать имущество. Могут ли? Могут, но придется потом, если вы уверены, что это имущество как бы не принадлежит никак дочери, придется предоставить документы на данное имущество. Ну, либо сообщить, значит, место проживания, фактическое место проживания дочери, пристав-исполнитель, значит, выйдет по тому адресу, по адресу фактического проживания. Если же это находится не в городе, то отправит поручение по месту проживания, то есть по территориальности. Значит, там проверят, если же установят должника и фактическое его место проживания, то будут работать по той территории, где фактически находится должник. Ну, доказать принадлежность, это, наверное, тоже дело не такое легкое, потому что телевизор как докажет, что он принадлежит? Да, дело нелегкое, но закон предусматривает такую возможность. А вообще, что происходит с арестованным имуществом? Может ли должник, в случае, если он оплатит всю задолженность, забрать имущество обратно или какой-то срок для этого определен? Я уже в начале эфира говорил, что если
арест имущества произошел на сумму до 30 тысяч рублей, то у должника есть право самостоятельно реализовать данное имущество. То есть он может написать ходатайство судебному приставу и в течение 10 суток, оплатив указанную сумму долга по реквизитам, он может это имущество забрать. Но если же это имущество уже более дорогостоящее, то оно должно пройти процедуру оценки, процедуру передачи на реализацию. То есть это очень довольно-таки длинная процедура, которая в 1-2 месяца не заканчивается. А забрать можно в любой момент, погасив полностью долг, имущество могут отозвать с торгов и передать обратно должнику. А можете ли вы вспомнить какие-то интересные случаи в своей практике, связанные с этим? Ну, как вы уже сказали, на рейде вот был один случай, когда остановили должника, 30 тысяч рублей буквально моментально достал из кармана, заплатил. Спрашивается, что мешало сделать это раньше? Да, что мешало это сделать раньше. Также, когда в прошлом году ввели полномочия об ограничении должников специальным правом, то есть, я помню, порядка, по-моему, 3 или 4 человека единовременно выплатили сумму в счет погашения алиментов более 100 тысяч рублей. А что значит специальное право? Ограничение специального права – это сюда относятся водительские удостоверения, управление там, мототехникой, управление специальной техникой – это трактора, также воздушной, водной техникой. То есть судебный пристав имеет право ограничить должника в пользовании специальным правом. Данное постановление он вручает должнику под роспись, а также направляет в органы ГИБДД, если же это авто- и мототранспорт, либо же в Гостехнадзор, если это специальный транспорт. И уже если должник все-таки не перестает пользоваться, а также продолжает управлять транспортом, и в случае, если его, допустим, сотрудник ГИБДД останавливает, то, значит, составляет административный протокол и направляет в суд, и должнику назначают уже лишение управления транспортным средством. Еще одна хорошая, я думаю, эффективная мера воздействия. Довольно-таки эффективная, таких. Да. А, кстати, как вообще вы работаете по должникам? То есть есть ли у вас право публично, так скажем, их представлять, вывешивать фотографии, пускать там в телеэфир их изображения? Ну, это, наверное, относится к тем должникам, которые наиболее злостно уклоняются. Ну, такие, наверное, более по категории алиментно обязанных. Я вот с собой, кстати, прихватил немножечко. Один кусочек нашей доски непочета, так скажем, вот продемонстрирую даже в эфир. Это наиболее злостные уклонисты по неуплате алиментов, которые сейчас находятся в розыске службы судебных приставов. У нас имеется направление розыска, которое более углубленно работает по данным людям. И в случае, значит, долгого отсутствия должников, взыскатель по алиментам, допустим, имеет право обратиться в суд за признание их безвестно отсутствующими, что потом может грозить должнику полным аннулированием его всех документов. А если взыскателю назначат выплату пособия, то с должника также не снимается ответственность по возврату данных денежных средств в бюджет, которые будут выплачены потом его ребенку. Александр Александрович, время подошло к концу, и буквально кратко один вопрос. Из общего числа больше, понятно, скорее всего, мужчин, должников по алиментам, женщины в этом списке тоже присутствуют, и как много? Довольно-таки много женщин, но порядка, наверное, 25% от всего количества должников по алиментам – это женщины. Ну и на этой ноте мы вынуждены завершить наш прямой эфир. Я уверена, что мы еще неоднократно встретимся в нашей студии. Спасибо, что согласились и стали сегодня гостем нашего прямого эфира. Ну а вам, дорогие телезрители, мы желаем никогда не копить долгов, вовремя уплачивать все свои обязательства перед государством и в Новый год вступить без долгов и с чистой совестью. Спасибо за беседу. Ну а с вами, дорогие телезрители, до следующей недели. Всего доброго и до свидания.